приглашение принять участие в нашей конференции. Я рад вас приветствовать в Сенате окружной администрации. Первые 100 дней, могу сказать, первое впечатление прошли как один день, очень быстро. За это время вот мы когда готовились к этому мероприятию, посмотрели, какие результаты нами достигнуты сегодня, какие, значит, в работе и что мы планируем, что мы будем делать в ближайшее время. С этой точки зрения есть, значит, что сегодня сказать. Мы вообще комплексно начали подход, связанный с благоустройством нашего города, чтобы наш город стал удобнее для его жителей. Значит, и первая задача, которую мы нормотворческую принимали, значит, это работа проведена совместно с депутатским корпусом Якутской городской думы, с блоком жилищно-коммунального хозяйства, с градостроителями, с профессиональными сообществами по вопросу правил благоустройства территории города Якутска. Сегодня приняты новые правила, по которым определены ряд основополагающих моментов. Это такие, как прилегающая территория, это разные категорийности объектов, что позволит сегодня убрать так называемые серые пятна, за которые, значит, собственники зданий там говорили, что это не их, значит, задача смотреть за этой территорией. Поэтому в ближайшее время эта работа, значит, выйдет на новый виток развития, и это позволит город сделать благоустроенней. Значит, у нас также вот первые 100 дней совпало так, что мы проводили масштабную работу по началу строительно-монтажных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году, как вы все знаете, рекордный показатель 49 километров 200 метров. И мы, собственно говоря, вот в первые 100 дней сейчас в штабном режиме постоянно те или иные вопросы снимались, возникали. И в целом мы сегодня находимся в графиках, вышли на все объекты, которые должны быть вводимы в 2021 году. У нас проведена вопросы, значит, реформирования окружной администрации. Как вы знаете, в то время, когда я работал заместителем главы по развитию территорий, мы провели реформу градостроительного блока. Значит, и с точки зрения сегодня необходимых реформ окружной администрации нами проведена работа. Так вот, значит, с точки зрения территориальных органов управления, с точки зрения, значит, объединения полномочий, усиления полномочий и центра компетенции, появления департамента управления территориями, значит, и работы с общественностью. У нас также принят нормативный документ, который будет очень важен для всех, для нас, жителей города Якутска, с точки зрения дорог общего пользования. Это дорожный фонд города Якутска. Основной отправной точкой здесь является то, что еще 10 лет назад, 5 лет назад начали появляться 20-тонные самосвалы, которые ездят по городу Якутск. Потом появились 40-тонные. Значит, сейчас уже поехали автопоезда, которые более 100 тонн весят. Очевидно то, что они нарушают, перегруженная техника нарушает все требования эксплуатационные, которые есть к дороге. И мы в целях сохранения этой, значит, и возмещения этого вреда, который ведется этим дорогам, приняли этот нормативно-правовой акт. По нему сегодня, к слову, была проведена совещание с ГИБДД, с Управлением дорог республики о необходимости установки весовых контролей на въезд в город там, в летнее, зимнее, осеннее время на постоянной основе, чтобы они круглосуточно работали с видеофиксацией. Это позволит сохранить дороги и убрать вот эту перегруженную технику с улиц нашего города. Но вот сейчас посмотрите сами, мы в этом году ремонтируем Старопокровский тракт, это 3,7 километра. Значит, это дорога параллельно Покровскому тракту. Если мы не будем этим заниматься в течение этого одного же года, эта дорога будет уничтожена этой большегрузной техникой. Будут объезжать пробки, значит, или каким-то образом скорачивать путь через ту же улицу Старопокровский тракт, Речевую школу, Ивана Кульбертинова. Поэтому для того, чтобы сохранить все это дело, мы будем этим заниматься. С точки зрения поддержки предпринимателей нами было принято, значит, решение о снижении ставки кредита, который предоставляется фонда с 7 до 5%. Эта работа проведена. И, в общем-то, принята, значит, большая работа, комплекс мер по борьбе с теневой экономикой. Да, то есть мы сегодня, значит, понимаем то, что одной из задач руководства города Якутска — это увеличение собственных доходов бюджета. А, собственно говоря, увеличение собственных доходов, оно в
в том числе кроется в увеличении налоговой базы и налоговых поступлений. Сегодня борьба с теневой экономикой – это тот инструмент, который необходимо, значит, которым нужно пользоваться и работать. В работе у нас сегодня находится знаковый законопроект. Это скорее программный документ, который будет, значит, формировать развитие города Якутска на ближайшие десятилетия. Это проект указа главы республики о социально-экономическом развитии. Сегодня проведена большая работа. Мы, значит, совместно с правительством, депутатским корпусом Якутской городской думы, значит, госсобранием Илтумен, также вот структурами окружной администрации провели большую работу. Сегодня есть основные его наметки этого указа. И, значит, решением главы этот указ должен быть сейчас обсужден уже с общественностью, с населением, чтобы могли вноситься какие-то корректировки или поправки с точки зрения там мероприятий. Эта задача будет развернута в ближайшее время, и как только это все, значит, будет согласовано с общественностью, мы надеемся на то, что он будет подписан, и это ляжет в основу пересмотра стратегии города Якутска, а также отдельных ведомственных и муниципальных программ. В разработке находится проект Республики Саха-Якутия о статусе столицы. Здесь мы, как окружная администрация, выступаем за то, чтобы коэффициент, по которому рассчитывается сумма, которая доводится с республиканского бюджета к городскому бюджету, увеличилась. Для тех, кто, значит, не погружен в вопрос, скажу, что сегодня это 5% от суммы собственных доходов бюджета города Якутска. Мы просим этот коэффициент рассмотреть в сторону увеличения. И с точки зрения обоснования, для каких целей мы бы хотели, у нас из тех мероприятий, которые мы предлагаем, самым важным и в приоритете является вопрос водоотведения города Якутска. Сегодня программа, значит, по водоотведению города Якутска, она находится на стадии той, которая пришла с годами. Она, к сожалению, сегодня по показателям следующая. Если отталкиваться от дорог, то у нас порядка 500 километров дорог в городе Якутске. Из них там чуть менее 10% оснащено системой водоотведения. Это состоявшийся факт. Поэтому сегодня необходимо разрабатывать комплексную программу по водоотведению. Ведь водоотведение – это вопрос, который жизнестойкости. Он, конечно, не виден так быстро, и его результаты вы не увидите сразу, но вместе с тем обводненность грунтов сегодня – это вопрос, значит, сохранения вечно мерзлых грунтов, на которых стоят все сваи многоквартирных домов в городе Якутске. Это, значит, водонасыщенные грунты, это высокопучинистые грунты, соответственно, это зимой и летом, значит, изменение его объемов, что приводит к разрыву и деформации асфальтов как в дворовых территориях, так и на дорогах. Поэтому вопрос водоотведения просим также мы рассмотреть в составе закона о статусе столицы. Изменение 7-й шумовой подзоны аэропорта – это вопрос, который связан с развитием территорий. К сожалению, сегодня так сложилось исторически, что аэропорт города Якутска сегодня находится, если посмотреть на карту города, чуть ли не в центре города. В обе стороны, в южную и северную часть, уже выросли большие, значит, районы. И с точки зрения, значит, заселения этих районов, многие из этих районов были активно застроены в 60-е, 70-е годы деревянным жильем. Сегодня эти районы попадают под действие 7-й шумовой подзоны, что является, значит, обременением для дальнейшего строительства. Там нельзя строить жилье. Мы ведем постоянную работу с федеральной структурой Росавиации в составе группы с республики с Дмитрием Дмитриевичем Садовниковым. Выезжали в Росавиацию, встречались с руководством Росавиации, по результатам которой было протокольно принято решение о том, что возможно ее пересмотреть. И, собственно говоря, сегодня ведется работа с Росавиацией в Якутске и ведомствами Министерством республики, нашими структурными подразделениями городскими, потому чтобы ее убрать. Это позволит быстрее активно застраивать тот же самый 17-й квартал. Там попадает, к слову, практически полгорода. По схеме водоотведения, значит, я сказал, что мы ее сейчас будем усилять, эту работу. Сегодня, чтобы документально от чего-то отталкиваться, мы ее разрабатываем, схему водоотведения по факту текущего в городе. То есть это все высотные отметки, все существующие, значит, системы, водоотведения, которые остались, есть или построены, и, значит, дальнейшие пути, как это все дело должно работать. То есть нужно точно знать, где будет какой лоток, какая дворовая территория будет
значит, в какой внутриквартальный проезд выходить, с внутриквартального проезда в какую, значит, магистральную улицу с лотком, дальше насосом или каким образом она будет попадать в горканал, или, в итоге обеспечивать систему водоотведения. Вот это должно быть по всему городу взяться за основу, и любое новое строительство, будь то социальный объект, многоквартирный дом, дорога, она должна в том числе для себя включать, значит, мероприятия по водоотведению, которые будут вшиты и сделаны на основе схемы водоотведения. По стратегии озеленения, здесь вот к вопросу благоустройства, значит, опять же, мы понимаем то, что город Якутск сегодня требует отдельного подхода по озеленению в качестве многолетних кустарников и деревьев. С этой точки зрения мы сегодня понимаем то, что примем стратегию, обрисуем для себя задачу в течение 10 лет, и, скорее всего, для того, чтобы ее реализовать, нам надо будет создать муниципальную структуру отдельную, которая будет заниматься исключительно озеленением. В советское время здесь был Зеленстрой. И как показывает практика зеленых городов, которые есть в нашей стране, то там, где зелено, там, где ухожено, там везде есть, значит, предприятия, которые подведомственные мэрии и, значит, осуществляют эту деятельность во благо всех. Инициативы и предложения, которые у нас сегодня есть, мы выступаем по следующим направлениям. Создание городской спасательной службы, я об этом говорил, то, что у нас в летнее время это пляжи, в летнее время это постоянные пожары, которые происходят. И здесь с точки зрения усиления существующих структур республиканских, федеральных и обеспечения безопасности жителей города Якутска, эта задача актуальна. В зимнее время у нас часто, значит, появляются локальные вопросы, там какие-то техногенного характера, там где-то что-то заморозится, значит, где-то что-то может произойти нештатное. В условиях нашей крайне суровой зимы счет идет на минуты, и здесь вот наличие такой вот мобильной группы позволит, значит, сохранить имущество, здание там, и здоровье жизни людей. По созданию подразделения специалистов газодымозащиты в пригородах города Якутска, к сожалению, есть печальная статистика. В этом году мы уже видели, значит, результаты этих пожаров. К сожалению, несколько детей, в том числе в Магане, вот конкретно из-за того, что не было специалистов газодымозащиты, и, значит, пожарные не имели права заходить в действующий пожар и там спасать детей. Поэтому у нас сегодня практически во всех пригородах, кроме Табаги, отсутствуют специалисты газодымозащиты. То есть идет пожар, и туда пожарники не могут зайти, что является, конечно, с точки зрения обилия деревянного жилья в пригородах, это является сегодня рисковой ситуацией. Мы эту работу ведем, значит, будем добиваться того, чтобы они открылись. Ужесточение регулирования торговли алкоголем в ЖКФ, собственно говоря, это та задача, которую я для себя ставил и в предвыборной кампании, и вообще, в принципе, как человек, ведущий здоровый образ жизни, я выступаю за то, чтобы больше надо заниматься саморазвитием, а не самоуничтожением, да, что вот эти ЛЖКФ никакой пользы для населения, для города не несут абсолютно. Поэтому вот в этом направлении мы будем добиваться того, чтобы выступать за то, чтобы в законе республики были приняты изменения в сторону увеличения площади этих ЛЖКФ. Собственно говоря, за это время нам удалось добиться закрытия одного из них, он просто устал работать, а второй переквалифицировался. Постоянно ведем эти проверки. С этой точки зрения мы получим лучший результат, когда будет изменены площади. С точки зрения, значит, по борьбе с алкоголизацией и обилием этих магазинов, я выступал публично, уже говорил, что мы будем в сторону, значит, нормативно-правовым актом принимать решения в сторону увеличения расстояния от социальных объектов. Это решение мы в ближайшее время обсудим на дискуссионной площадке, в которую будут приглашены все заинтересованные стороны, которые так или иначе вовлечены в эту отрасль экономики. Здесь позиция города однозначно. Мы будем увеличивать это расстояние. Готовы будем обсудить с теми предпринимателями, которые попадут под эти обременения и прочее. Здесь интересы горожан, значит, прежде всего. Передача городу полномочий по контролю и лицензированию управляющей компании – это в логике принятия нами правил благоустройства территории и дальнейший комплексный подход, который позволит, значит, более лучше и хорошо, значит, контролировать отрасль
управляющей компании и блока ЖКХ в целом. Сегодня все те проблемы, которые есть в управляющей компании, они так или иначе связаны, люди считают, что это задача, которую должна решать мэрия. Поэтому мы-то точно на местах знаем, где какая управляющая компания работает. Все наши управы с ними взаимодействуют, ЦГХ с ними взаимодействуют. И логично было бы, чтобы мы занимались их лицензированием, и в случае, если они не справляют своей работы, отзывали у них это право, и передавали его вменяемым, хорошим управляющим компаниям. Моя задача здесь, как руководителя города, добиться того, чтобы управляющие компании подняли свой уровень услуги на тот уровень, который мы заслуживаем. Все мы ездим по разным городам, вспомните большие города, каким образом там управляющие компании работают. Везде, есть урны, везде эти урны убирают, и скамейки, прочее. Это работает все в таких же условиях, при таких же нормативно-правовых актах, поэтому законов это надо добиваться. Вопрос, есть еще, развивая вопрос выдачи лицензии магазинам на торговлю алкоголем, здесь на самом деле было бы логично в моем понимании то, что этот вопрос можно было бы тоже рассмотреть в части муниципальных полномочий, которые можно было передать, потому что иначе мы резко сократить их количество или каким-то образом смотреть, соответствует ли это здание проектам землепользования, застройки, проектам межевания территорий, соответствует ли здесь сегодня выдача разрешения планам города по строительству здесь в скором будущем объектов социальной инфраструктуры, школы, детский сад, детская школа искусства. Это надо все смотреть с точки зрения развития города, территориального планирования. В общем-то, в принципе, по основным мероприятиям, которые нормотворческие мы отчиталось, дальше, вопросы, связанные с исполнением бюджета, финансов. И в целом я могу сказать то, что у нас по бюджету в этом году мы по уточненному плану мы получили увеличение бюджета. Это за счет того, что мы получили безвозмездные поступления почти на 1,6 миллиарда больше с республиканского бюджета, что идет у нас на реализацию прямых интересов города Якутска. Это национальный проект, это дополнительное освещение, это дополнительные остановки, это та работа, которая делает жизнь города лучше. Это на 1,6 миллиарда мы получили больше от республики. И по неналоговым доходам, по налоговым доходам у нас везде показатели увеличиваются, что, собственно говоря, говорит о том, что по бюджету мы по исполнению его, по наполнению его идем лучше, чем планировали. В целом, из тех измеримых результатов, которые есть сегодня, все мы с вами видим, это особняком стоит у нас национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Здесь я попрошу вас обратить внимание на инфографику, которая есть. 2021 год у нас ознаменован 49 километрами. К слову, 36 объектов, которые являются вводными по показателю нацпроекта в этом году, все уже в контрактах. По 23 из них работа ведется сегодня, по 7 из них уже имеем асфальтовое покрытие. И в целом мы идем строго в соответствии с графиками, которые у нас есть. Посмотрите, 18 год, и что дальше, раньше, насколько выросли темпы. Мы практически в 10 раз больше строим, чем раньше. Результаты всего этого в следующем году будем видеть. Дополнительные 49 километров дорог. По строительству и ремонту дорог, что где отремонтировано, вы видите. В целом, у нас мы, помимо этих 36 дорог, еще 8 дорог, у нас являются переходящими на 22 год. Это те объекты, которые мы в этом году начнем строить, но закончим в 22 году. Это связано с тем, что на этих объектах, есть большой перечень работ, которые требуют, выноса сетей, прокладку новых сетей, и все это дело просто растягивается в своем прохождении. Поэтому было принято решение, что мы эти работы, часть работ дорожных, оно растягивается на 2 года. Допустим, мы сегодня ведем работу по окружному шоссе, кстати, там началось асфальтирование, и отрадно смотреть положительные отзывы от людей, которые там живут. Реально дорога стала широкой. Ее мы делаем 2-й год, потому что в 1-й год мы там занимались подготовкой дорожного полотна и выносом сетей. Большая работа у нас начата в рамках ремонта дворовых территорий. Откуда взялась эта программа? Все очень просто. Выборный процесс у нас, мы собирали от граждан обратную связь, и в тех точках, которые мы наказы получали, проанализировав, пришли к следующему выводу. Почти половина из наказов касалась так или иначе
дворовой территории. У кого-то детская площадка, асфальт, спортивная площадка, плохо работает управляющая компания. Ну, так или иначе, вопросы комплексного благоустройства дворов снимали половину наказов. А дальше мы, понимая, развивая эту идею, значит, презентовали эти подходы Илдархану, значит, на Арсению Сергеевичу. И Арсений Сергеевич сказал, что давайте-ка сделаем более комплексно. Если мы смотрели на 3 года трехлетия благоустройства, то он сказал, занимайтесь этим 5 лет, и на паритетных основаниях мы будем софинансировать это из республиканского бюджета. В итоге вместо планируемых 45 дворов, которые мы планировали изначально, там, мы получаем 150 дворовых территорий, которые будут в течение 5 лет отремонтированы. Собственно говоря, в этом году уже в уточнении бюджета на последнем пленарном заседании Государственного собрания УТМН в корректировке бюджета принято 150 миллионов рублей, они будут доведены до нашего городского бюджета, и, соответственно, 30 дворовых территорий обеспечено финансированием текущего года. Ну, там по стадии работ по 7 объектам сегодня работы ведутся, по 8 состоялся конкурс, объявлен победитель, значит, вот эти 15 объектов уже законтрактованы, считайте, работы ведутся. По 15 дворам, которые дополнительно сейчас будут отторговываться, ну, мы, значит, по этим сегодня ведется предпроектная подготовка, как только будет, значит, доведены деньги, мы проведем конкурсы, ну и по ним, соответственно, подготовительные работы, МАФы, установка, планировка, водоотведение, все будет в этом году подготовлено. Ну и, значит, основная часть асфальтирования проездов, она будет сделана в 2022 году. В целом 5 лет, 150 дворов. Это позволит вообще с точки зрения благоустройства город поменять полностью. По уличному освещению у нас за вот эти 100 дней что достигнуто? Мы, значит, по уличному освещению получили возможность в этом году осветить порядка 600 опор, сделать 600 опор новых. Это без учета тех опор, которые мы строим в рамках национального проекта. По сути дела, в городе Якутске никогда так много опор освещения не делалось, как сейчас. Это сделано в рамках увеличения в этом году, в начале года, вот те 1,6 миллиарда, которые мы дополнительно получили, вот эти, часть этих денег лежит как раз-таки в уличном освещении, которое нам дано по, значит, программе «Светлая столица». Мы будем освещать в разы больше, ну, посмотрите динамику, да, есть это результат первых 100 дней, можно сказать. Теплые остановки. По теплым остановкам, как мы анонсировали, как вот я в своей предвыборной программе говорил, значит, мы должны нарастить очень быстро, значит, строительство теплых остановок. Это, я считаю, неотъемлемая часть транспортной системы города Якутска, общественного транспорта. В ближайшее время, там, в течение 3-4 лет мы планируем довести их до 100 штук теплых остановок. Собственно говоря, 20 теплых остановок в этом году, к зиме мы зайдем с 20 новыми теплыми остановками, которые единого формата. Первые 3 из них мы вот весной поставили, значит, и эксплуатируем их. Ну, они являются муниципальными, то есть за их эксплуатацию, за санитарное состояние отвечаем уже мы, а не предприниматели, которые до этого. Ну, для сравнения, вон, за 6 лет 31 теплая остановка была, за этот год 20 их сделаем. Продолжая эту тему теплых остановок, значит, мы в последнее время, значит, достигнуты принципиальной договоренности и возможности в техпрессе, значит, подключения централизованным источникам канализации и водоснабжения, которые необходимы для строительства, значит, возведения теплых туалетов. Вот как у нас было, вот должен быть обязательно объект капитального строительства, чтобы его подключить к сетям. Сегодня тех условия позволяют, ну, будут выданы на нестационарные объекты, которые мы вот, теплые остановки, продолжая, вот, сделаем еще и теплые туалеты. Первично, как пилотом, мы сейчас это дело сделаем следующим. Мы до начала, значит, зимы планируем установить в этом году 5 теплых туалетов, посмотреть, как они работают. Значит, они будут полностью муниципальные, мы будем отвечать за их обслуживание, посмотрим, какие детские болячки появляются, что нужно модернизировать, что нужно лучше сделать. Ну и в следующие года массово будем заниматься теплыми туалетами. Принципиальное вот, одобрение с приходом Кырджагасова Анатолия Андреевича в водоканал, они нормально пересмотрели все это дело, будут сделано. По социальным объектам, да, ну, для многих сегодня основным инфоповодом являлось то, что на 203 микрорайоне у нас собирается митинг и прочее с 1 классом. К слову, вопрос решен уже, дополнительные классы будут определены. Сегодня с утра провел совещание.
в результате которого вот решение принято, там все дети пойдут по своей прописке в школу 203 микрорайона. Но в целом это для понимания того, что у нас город Якутск является одним из очень динамично растущих городов в целом по нашей стране, и темпы строительства социальных объектов, они в силу там очень высокого темпа количества роста населения отставали. И поэтому сегодня у нас та перегруженность по школам, которая есть, она в своей фактуре практически там из 49 тысяч детей, которые сегодня учатся на школах, проектная мощность школ 24 тысячи мест. Поэтому они в 2 раза перегружены. Да? И поэтому такие вот моменты, они, к сожалению, возникают и будут возникать до тех пор, пока, значит, этот вопрос не будет решен. Здесь для того, чтобы этот вопрос быстро решить, значит, достигнута большой прогресс, сдвиг. Значит, совместно с госкорпорацией ВПРФ будет реализован, значит, процесс строительства дополнительных учебных мест. Порядка 18 тысяч новых ученических мест мы построим в городе Якутске по этой программе. Это отдельная программа, возможно, для города Якутска, лишь благодаря тому, что у города Якутска был успешный опыт реализации ГЧП проекта. С этой точки зрения, вот это вот новый процесс, который будет запущен с ВПРФ, он крайне выгоден для города Якутска. Там есть федеральный грант, значит, на строительство и федеральный грант на покрытие платежей, которые практически городу Якутску эти школы, значит, достаются с очень большим дисконтом. Вместе с тем, сегодня уже мы получили, значит, благодаря большой работе, проведенной республиканскими властями совместно с городом, по строительству 3 пристроев, которые будут начаты в ближайшее время, значит, по строительству в Хатасах, пригородах и 5-й школе. Вместе с тем мы сегодня, значит, идем в строительстве объектов, которые сегодня есть, ведем контролируемых. Это в Кангаласах школа-сад строится, и, значит, в районе Прометея строится школа, общеобразовательная школа. Помимо этого мы сегодня ведем работу по ремонту IT-куба. Будет создан IT-куб, это объект доп. Образования, который необходим для того, чтобы дети могли приобщаться к новым профессиям, значит, и могли рано определиться с той профессией, которая им необходимо будет в будущем, попробовать это дело. Это нормальный процесс, который отвечает духу времени. Многие из наших школ сегодня требуют внимания в части капитального ремонта. С этой точки зрения мы на капремонт выделили 112 миллионов рублей. Сегодня ведется капитальный ремонт 6 школ и 6 детских садов. У нас город Якутск, как правило, является основным местом, значит, на нашей территории республики, где идется жилищное строительство. Значит, мы сегодня можем сказать то, что у нас в целом, значит, показатели по выданным разрешениям на строительство за первые 6 месяцев рынок приспособился, застройщики приспособились к новым условиям работы в условиях проектного финансирования, эскроу счетов. Значит, количество квадратных метров, которые мы ожидаем, и с увеличением количества выданных разрешений строительства, рынок оживает. Это хорошо. По планам ввода жилья у нас показатели определены. Сразу стоит отметить, что в этом году и в прошлом году падение квадратных метров связано скорее с системными вопросами, которые образовались ввиду, значит, перехода всей строительной отрасли на новый формат финансирования. Если раньше это были деньги дольщиков, сегодня это проектное финансирование. И для того, чтобы остаться в старых правилах, большинство застройщиков, которые действуют на территории города Якутска, в 2018 году получали разрешение в ПРО до 1 июля, чтобы работать по старым правилам. И, соответственно, в 2018 году был резкий скачок полученных разрешений строительства. В 2019, соответственно, было падение по выданным разрешениям строительства ввиду того, что их не было заявок. Все получили в 2018 году. Поэтому вот 2021 год мы сегодня имеем фиксацию вот этих моментов. Но с точки зрения системного анализа и, значит, прогноза на будущее, это поправимый процесс. Значит, сегодня с принятием в градостроительном кодексе изменений, таких как комплексное развитие территории, мы в ближайшее время нагоним этот темп и, значит, придем к увеличению объема строительства. По спортивным объектам и воркаутам, значит, смотрите, у нас по городу Якутску в принципе есть большие, хорошие, интересные спортобъекты, но вместе с тем по обеспеченности спортивными объектами мы находимся
по масштабам республики на одном из последних мест. Поэтому строительство новых спортивных объектов – это одна из приоритетных задач должна быть в городе Якутске. Для того, чтобы это быстрее сделать, необходимо выделять земельные участки, участвовать в различных проектах, федеральных проектах, и эту задачу мы выполняем, но это все требует времени. Да? Вместе с тем мы сегодня понимаем, что уже сегодня необходимо что-то делать. Поэтому было принято решение, что мы построим 75 площадок для уличных тренировок, так называемый воркаут. То 2 из них не в этом числе. По примеру такого, это как на Крупской находится, построенная ранее. И на 202 микрорайоне такие же 15 площадок в этом году построим. Они, почему 15? Потому что 7 пригородов в каждом пригороде и 8, управ на территории города Якутска. Эту программу я для себя рассчитываю на 5 лет. Итого за 5 лет надо будет построить по 75, воркаут-площадок на территории города Якутска, чтобы была шаговая доступность дойти либо до тренажера, либо до баскетбольной площадки, либо для волейбольной площадки, чтобы это было все возможность на улице проводить активное время. Коронавирус показал, насколько важно находиться на улице, иметь возможность провести свой досуг, заниматься спортом. В этом году, кстати, хорошая новость для жителей Хатасов. Мы начнем, объявлена закупка, как только объявлен будет победитель, начнется процесс по строительству спортзала в Хатасах, Долгожданах. И строится у нас на Можайского большой спортивный комплекс, который строится в взаимодействии с «Газпромом». И, соответственно, мы, как только все это получим, мы дальше будем стремиться к тому, чтобы появлялись новые спортивные объекты. Что вчера у нас буквально подписано соглашение с железными дорогами Якутии. Одно из ключевых предприятий в развитии Якутии примет участие как спонсорской помощи и прочего в социально-экономическом развитии города Якутска при строительстве спортобъектов. Планируем вместе с ЖДА строить спортобъекты. Жилищно-коммунальное хозяйство. Здесь нами приобретено, дорожная техника для нашего предприятия Якутдорстрой. К слову, у нас Якутдорстрой в этом году впервые участвует в реализации национального проекта. Является, пока субподрядчиком, потому что по опыту не проходит как генподрядчик. Работает на улице Халтурина и, на улице Советской в Мархе. С точки зрения, основной деятельности Якутдорстроя по ямочному ремонту весь объем уже выполнен. И, соответственно, мы понимаем то, что обновление техники это позволило улучшить качество и увеличить скорость, и зайти в национальный проект. Из года в год мы будем наращивать эти компетенции. В итоге планируем, в скором времени получить полноценное предприятие, которое может полный цикл дороги проводить. То есть построить и эксплуатировать. Это позволит нам перейти на контракты жизненного цикла. То есть кто построил, тот и эксплуатирует и отвечает за дорогу в течение всего времени. По тротуарам, мы приобрели 18 единиц подметальной техники ручной. Вы ее в ближайшее время увидите на улицах города Якутска. Она позволит подметать наше общественное пространство и тротуар, куда не может заезжать техника. И, соответственно, было принято решение при работе в блоке ЖКХ, когда начали анализировать то, что будет восстановлена, служба муниципальных дворников. То есть будут муниципальные дворники, за которыми будет определена конкретная территория, и табель будет вестись не по часам, а по частоте этой территории. То есть те подходы, которые применяются в крупных городах нашей страны. В работе у нас инвентаризация коммунальной техники. Мы полностью сейчас должны понимать, в каком состоянии, где она и как, имеет ли она потенциал для ремонта, либо мы закупаем новые. Подготовка документов для вхождения в федеральные программы обновления коммунальной техники. Мы сейчас ведем активный процесс работы по и коммунальной технике, и по общественному транспорту. То, что это вопросы, которые связаны с чистотой наших дорог, и автобусов. Эти работы ведутся. В работе, к слову, 128 санитарных точек обустроим, это где будут места сбора твердых коммунальных отходов. Работаем на первых шагах, находимся по культивированию, раздельного сбора мусора в городе Якутске. 6 точек у нас определены дополнительно. За эти 7 месяцев мы определили 6 точек, нашли в бюджете городском. И сейчас начнем их массово строить. Сюда подключается бизнес. Предприниматели сами готовы помочь нашему городу, чтобы строить больше их, и культивировать раздельный сбор мусора. За это время, у нас проведена работа в Хатасах, в Табаге по
рекультивации, ликвидации несанкционированных свалок. Ну и, значит, вопросы идут сейчас по относительно строительству нового полигона и закрытию полигона, существующего на 9 километре Вилюйского тракта. По инфраструктуре связи что у нас сделано? Ну вот, как и обещали в предвыборный процесс, у нас вопрос подключения интернета в пригороды. Как мы и планировали, в момент строительного сезона мы подключим к интернету в южном направлении, это значит, пригорода Хатас и Табага, ну и в северном направлении Мархаса, Талк. Вот к этим вопросам мы занимаемся, сегодня работы ведутся, значит, и вот, возникают какие-то там рабочие моменты, мы ими занимаемся, а работа в этом направлении ведется. Значит, связь будет в пригородах. По безопасному городу в целом стоит понимать то, что сегодня технологии и инструменты взаимодействия с компаниями позволяют, значит, очень быстро получать требуемое количество камер. Очевидно, что безопасность в городе зависит от количества камер, которые эксплуатируются, и системы, которые их, значит, модерируют. Мы сегодня имеем по городу всего 131 камеру, что, конечно, для нашего города мало. Но в ближайшее время мы увеличим это количество, планируем до 1000. Для этого в этом году мы установим, значит, 250 камер. Ну и в течение 2-3 лет планируем прийти к показателю более 1000 камер в городе Якутске, что позволит сделать город гораздо безопаснее.